Кинжал – символ доблести и чести. Именно ему и посвящен фестиваль «Кинжал-2024». Это первое мероприятие ВСК ФО, которое собрало лучших производителей холодного оружия со всей страны. И это символично. Открывая фестиваль, зампредседателя правительства республики Юсуп Зурабов зачитал приветственный адрес участникам и гостям от главы региона Махмуда Али Калиматова. Это мероприятие – прекрасная возможность для умельцев показать свой высокий уровень, привлечь внимание к богатейшему культурному наследию как нашей страны и нашей каждой по отдельности своей республики. Развитие традиционных ремесел способствует экономическому росту субъектов, привлечению инвестиций и созданию новых рабочих мест в сфере туризма и народных промыслов. Убежден, что «Кинжал 2024» станет не только ярким культурным событием в жизни региона, но и платформой для сотрудничества мастеров, обмена опытом, демонстрации талантов и погружения в уникальную атмосферу ингушской культуры, и не только ингушской, а всех народностей, проживающих на территории нашей России. Участники фестиваля – ведущие производители холодного и сувенирного оружия, а также мастера народно-прикладного творчества Северного Кавказа. Среди них и представители Дагестана, которые заняли 3 выставочных стола. В коллекции Магомед Алиева оружие датируется XIX веком. Каждый рисунок на кинжалах индивидуален. Свой талант он унаследовал от предков и закрепил его. Наши деды были известны тем, что в 1921 году они сделали настольный чернильный прибор, подарили Ленину, он находится в Кремле. В Париже в 1937 году наши деды получили золотую медаль, гран-при на Всемирной выставке в Париже. И мне очень сильно повезло, я уже езжу по всему миру, это Испания, Португалия, Швеция, Чехия, Турция, Сербия, и также очень много езжу по России. Вот приехал второй раз уже в Магаз тоже на фестиваль. Буду показывать мастер-класс, как забивается металлдеры. Многие думают, взяли кисточки, нарисовали. Это очень сложная и тонкая работа, где нужна устойчивость, терпение и желание. История человечества тесно связана с оружием. Первобытные люди взяли в руки камни и палки и поняли, что ими можно не только возделывать землю. Если соединить эти 2 предмета, то оружие будет куда удобнее и эффективнее. Позже наши предки соорудили топоры и ножи из острых камней и костей. Показывают высочайший уровень мастерства и наши земляки в рамках проекта «Дошо Догом». Проект посвящен возрождению старинных ингушских традиций золотного шитья. Сегодня, когда республика развивается быстрыми темпами, мы тоже хотим внести свой вклад, потому что развитие ремесел – это часть нашей культуры. И все, что было утрачено и забыто сегодня, возрождается и возвращается в жизнь. Сейчас у нас мы участвуем в фестивале и представляем здесь изделия старинных нарядов, ингушских, женских нарядов, наряду с вышивкой, которую сегодня делают мастерицы золотного шитья. Своими работами впечатляют и ремесленник Адам Галаев, и мастер золотошвейного дела Хава Гантимирова. Желающие могут не только полюбоваться шедеврами оружейного мастерства, но и приобрести что-то для частной коллекции. Во Дворце спорта сегодня собрались все любители ручного мастерства, от мала до велика. Для них это еще и возможность познакомиться с культурами других народов. Мне было очень интересно познакомиться с различными ремеслами других регионов. Мне, в принципе, очень понравилось. Здесь очень много всего именно от Дагестана. Я увидела, очень много представлено всего. И помимо этого, здесь есть девушки, с которыми я познакомилась на форумах с Дагестана, с Ставрополя, чему я была очень приятно удивлена. Мне понравилось, рада была всех увидеть. В принципе, фестиваль очень круто организован. Я жду шоу и надеюсь, что я себе что-нибудь прикуплю красивое. Представленные экземпляры – это не только произведения искусства, но и свидетели важнейших исторических событий, отражающие традиции и верования разных народов. Фестиваль позволяет посетителям глубже понять взаимосвязь культуры, истории и оружейного дела. Список высоких гостей Международного фестиваля холодного оружия «Кинжал-2024» внушительный, и каждый подчеркивает значимость мероприятия такого масштаба. В целом мероприятие правильное с учетом того, что здесь оно проводится несколько дней, и участвует молодое поколение, которому прививается любовь к традициям, к обычаям. Это, на мой взгляд, очень правильное мероприятие. Мы аналогичные мероприятия проводим у нас в республике, приглашаем
мастеров из разных регионов России. И я надеюсь, это мероприятие точно так же, как и те мероприятия, которые проводим мы в республике Дагестан, будет набирать обороты с каждым годом, будет количество экспонентов все больше, и количество участников будет увеличиваться. Я благодарен органам власти как Республики Ингушетия, так и тех регионов, которые представлены здесь своими мастерами, за продолжение вот этих вот традиций, за то, что мы, как туроператоры, имеем возможность получить такой, как принято говорить, объекты показа, да, вот для туристов, притягательные вот эти вот элементы. Поэтому это все способствует развитию именно туризма, и, соответственно, это пополняет экономику регионов, любого региона, где активно занимаются развитием туризма. Впервые фестиваль холодного оружия в Ингушетии прошел в 2014 году. Он был посвящен вековому юбилею Кавказской туземной конной дивизии. В этом же году мероприятие приурочили к столетию со дня образования ингушской государственности. Организаторы фестиваля – национальный туроператор «Визит Ингушетия» совместно с Комитетом по туризму республики. Мероприятие проходит в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». В рамках вот этого мероприятия, помимо того, что есть такая выставка, ярмарка и развлекательная часть, будет еще деловая программа «Круглый стол. Событийный туризм в России» как инструмент для продвижения туризма в Республике Ингушетия. В программу фестиваля вошли и шоу коников, конкурсы для детей и взрослых, розыгрыш ценных подарков, а главный приз – путевка в Стамбул на двоих. Коллекционеры и просто любители смогут приобрести здесь много интересного и в воскресенье. Фестиваль стал платформой для обмена опытом и демонстрации талантов. Организаторы же надеются, что мероприятие отныне станет ежегодным. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.